Не грусти. Комикс «Без слов» художницы из Чебоксар покорил жюри творческого конкурса в Японии. О том, как создаются графические работы, которыми зачитываются жители различных стран, Евгения Котлярова рассказала нашей съемочной группе. Евгения Котлярова работает под псевдонимом Джо Котляр. Несколько лет назад закончила факультет дизайна в ЧГУ и вместо интерьеров начала рисовать комиксы. Сначала только для себя, ездила на профильные фестивали, как зритель и фотограф. Потом появились заказы от авторов и первое, но не последнее приглашение на российский комик-кон уже в качестве участника. За время пандемии во всем мире интерес к графическим историям вырос, тем более, что кроме привычных отпечатанных томов в типографиях, современные технологии предлагают читать комиксы сразу в телефоне. Листается такая история сверху вниз, похожа на просмотр кино. В одной главе 60 рисунков, подписчики ждут продолжения каждую неделю. На одной из таких платформ счетчик уже перевалил за 2 миллиона, а герои истории Джо говорят на английском, французском, португальском, испанском языках и учат японский. Иногда же комиксы молчат. Полгода назад я решила поучаствовать в японском конкурсе, называется Silent Manga Audition. Он проходит каждый год, и суть этого конкурса в том, что там комиксы немые, там нет текста, и надо именно визуально передать атмосферу. 600 участников из разных стран, в финале 2 художника из России. Джо отправила историю «Не грусти» и вошла в число 15 лучших графиков. Получила комментарии от самих создателей конкурса и от мангак, которые там принимали участие в роли жюри, то, что их очень впечатлило мои навыки, и они ждут следующих моих работ. Начинающие художники часто спрашивают, как достигнуть такого успеха. Секрет прост: рисовать, рисовать и рисовать, не стесняться выкладывать работы в социальные сети, смотреть, анализировать и учиться рисовать быстро. У чебоксарской художницы все лето уже расписано под проекты. В сентябре начнется новая история. Есть предложение нарисовать клип на чувашскую песню, исполненную на японском языке. Анна Филиппова, Владимир Синдеев, Дмитрий Макаров. Вести Чебоксары.